Спускаться в подвалы многоквартирных домов города – то еще приключение. Поэтому дератизаторы, люди, которые занимаются уничтожением грызунов, облачаются в специальные халаты, надевают респираторы, чтобы не слышать всех ароматов подземелья, и начинают свою работу. При обследовании этого подвала да, это хорошее помещение для них, для грызунов. На этот раз белые охотники крыс не увидели, хотя жильцы дома жалуются, что пушистые соседи совсем обнаглели и их можно встретить даже в квартире. И все потому, что управляющая компания на время прекратила проводить профилактические мероприятия. Проблема в том, что дератизация не проводилась, а если и проводилась, то не специалистами, не профессионалами. То есть они делали, как считают нужным, что далеко от совершенства. И вот сейчас этой работой будут конкретно заниматься специалисты, имеющие лицензии, которые знают, что они делают и как это правильно проводить. И результаты не заставят себя долго ждать. Справедливости ради скажем, что пауза в дератизации была вынужденной, время потребовалось на перезаключение договоров с компанией, которая имеет право проводить подобную работу. Произведен анализ объекта, выбран химический метод борьбы родентицидами для уничтожения грызунов. В подвале спускаемся, обрабатываем дома согласно списка, перечня. По проведению график работ все уже составлено, то есть мы начали выполнять работу. По словам специалистов Роспотребнадзора, ситуация по истреблению крыс в домах быстро стабилизируется. Однако для решения вопроса понадобилось вмешательство прокуратуры, которая жестко указала управляющей компании на ее промахи. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан.